Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто о вас сейчас думает, что думает. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы? Какой человек пришел на расклад? Какие энергии вас окружают? Семейные люди. Находитесь в семье, в отношениях. Недоволен человек отношениями. Здесь как бы вместе, но врозь. Вы заняты больше, скорее, какими-то своими рабочими моментами, достижениями, целями. Туда направлены. Вы понимаете, что здесь ловить нечего. Пойду-ка я займусь чем-то тем, что приносит мне пользу. Человек думает о себе. Покорение каких-то вершин. Человек зарабатывает. Если смотрит женщина, показывает, что женщина сосредоточилась на какой-то своей деятельности, которая приносит выгоды, доходы. О заработках думает. Даже находясь с кем-то, она не может всецело положиться на человека. Все делает так, чтобы ни от кого не зависеть, или в случае чего могла бы сама себя обеспечить. Здесь кто-то пакует чемоданы, кто-то пакует мысленно чемоданы. Вы сейчас не хотите вот именно развивать какие-то отношения. Абстрагируетесь от отношений, знакомств, чего-то внимания. Стараетесь надеяться на себя, вот так бы я больше сказала. Много очень работаете, работящий человек. Всегда доводите начатое до конца. Возможно, взялись сейчас за какие-то свои старые проекты, дела, задумки, то, что вы хотели сделать, и пытаетесь их осуществить. Путь будет пройден, дорога уже проложена, то есть делать вы это будете точно. И будете делать это с душой. Терпение здесь еще идет. Вы человек сейчас, который уже понимает, ничего ждать не надо. Надо вот, если что-то находится в ожидании, то бери что-то другое и уже делай. Да? И тогда будет больше прогресс. Вот как-то так думаете. Смотрите в будущее, свое будущее. Как буду жить я. А не как мы будем жить с мужем там, или с тем-то там мужчиной. Вот вы думаете сейчас о себе. А здесь может быть даже дети, ответственность за детей. Вы думаете вот обо всем об этом. Здесь роль приняли, да, такой самостоятельности. Принятие решения зависит от вас. Чуткая очень, скромная. Скромная. Но вот не скромная в своих достижениях, это правильно. А так в целом, да, человек такой культурный, вежливый, воспитанный и скромный. А люди вас замечают именно наоборот, что вы хвастаетесь ярко. На самом деле вы очень скромная. Вы, если что-то и одеваете или показываете, то проецируете, вернее, то это то, что у вас, оно есть. Вот есть на вас платье красивое, оно нравится вам. А вы не смотрите, понравится ли оно окружающим, да? Вы тут смотрите вам, про себя. Очень красивая, наполненная, такая, знаете, вот женщина абстрактная, она видит во всем и красоту, у нее определенный какой-то вкус, может быть, кто-то бы не понял в этом стиля, вкуса, да, а вот тут тонко так просвечивается ваш тонкий вкус. Кто разбирается в этом, тот вас точно понимает. Кто не разбирается, кто далек, кто привык только ко всему, как сорока яркому, то они не поймут. Но вот у вас определенно какой-то, во-первых, свой вкус, во-вторых, он тонкий очень. И вы человек, который, вот знаете, на проблему смотрит широко, на какие-то обстоятельства широко, в целом на жизнь свою широко. Возможно, увлекаетесь психологией или какими-то эзотерическими вещами, но вы на все вот смотрите, хочется так сказать, да,
именно с видения Бога. Вот Бог создал людей, и Он наблюдает за ними, да, и каждому человеку, вот кому-то нужно дать то, кому-то это. Вот вы как-то смотрите на свою жизнь со стороны широко, и вот вы наблюдатель. Вы наблюдатель, в то же время еще человек, который выдерживает временем, проверяет временем. Вы видите, кстати, свои минусовые качества, и вы моментально, быстро их исправляете. Вы вот знаете, даже вот похоже, это прям быстро происходит. Вы похожи, вы знаете, так на хамелеона. Когда вот он сядет на зеленое, да, он сразу становится зеленым, например. Вот вы умеете подстраиваться под ситуации, под людей, в целом даже в жизни какие-то ситуации. Быстро, четко ориентируетесь, находите вразумительный такой ответ для себя или какие действия мне предпринять. Вот как-то так. Здесь какой-то есть опыт научил, но здесь человек быстро соображает. Схватываете все на лету, информацию, обучение. Но то, что до вас не доходит, это просто не ваше. Вот так. Ну, дама серьезная. Серьезная, и вы, вот знаете, будете верны до той поры, пока вам верны. Но вы не прощаете измен, вы не прощаете предательства. Человек, который ценит себя, ценит, защищает свои границы, ценит вот даже то, что вот как он себя создавал, вкладывал время, труд, вот это вот все, вы это цените, и вы не дадите никому по себе пройтись или взять это просто так. Вот вы даже если познакомитесь с кем-то, вы сразу, знаете, вот вы чувствуете, да, что подходит дело к постели, например. Но вы еще вот по ежику, да, скажем, повыеживаетесь, да, вы еще нервы потрепите, вы еще дадите паузу, вы дадите какую-то проверку. Вы не надеваете розовые очки. Вы действуете, вот я говорю, как какой-то лидер, стратег. И знаете, здесь о чем речь идет? О терпении. Вот бывает сразу, да, хочется так сказать, при первом свидании раздвигают свои двери в рай, а вот вы такая, терпение и труд все перетрут. Ничего, да, подождем, выдержим, посмотрим, нужна ли я или нужна ли постель. Вот как-то так. Здесь о постели речь такая идет, как будто бы вас вот пытались, знаете, вот затянуть быстро. Но здесь, знаете, такой обломчик. Не получилось. Да, женщина с характером, женщина такая, видно, что непростая. Так ее просто не поваляешь в сеновале где-то. То есть это такая характерная особенность вашего терпения. Не воспользуешься вами и в целом, не то что говоря о постели, да, в делах каких-то. Вы очень свободолюбивая дама, и вы, знаете, еще тот человек, который не пойдет на какой-то шантаж в плане того, чтобы вас шантажировали. Вот вы не дадите о себе какие-то факты, чтобы потом ими пользовались против вас. Ну так, возможно, даже держите все в себе, старайтесь никому ни о чем не рассказывать, но вы подсвечиваете окружающим. Вы в этот мир пришли светить. Вот так хочется по этим картам сказать, да, и наставлять. Наставлять, возможно, вправлять или вести. Может быть, и управлять. По императору, да, здесь человек-управленец. Человек, у которого такая твердая мораль. Вот он со своего слова не соскочит. Вот он как сказал, так оно будет. И без всякого, да. То есть вы по столу умеете стукнуть, вы умеете жестко сказать. И вам не важно, что кто-то обидится. Вы защищаете здесь свои интересы себя. Потому что вы женщина, если смотрит женщина. Если это мужчина, это твердый мужчина, основательный такой. Ну и женщина это тоже, если женщина смотрит, такая же, основательная. Она не даст с собой играть, но она умеет включать именно женщину.
Но вот только когда она чувствует небезопасность или кто-то пытается воспользоваться ее добротой, то она сразу же это пресекает. И тем самым, я вам скажу, удача, почему в вашей жизни, да, присутствует, потому что, или удачные моменты в вашей жизни, потому что вы имеете вот этот характер, дисциплину над собой, держите все под контролем в своих руках. Вас очень сложно сбить с пути, обмануть. Это все проверено, это все временем, да, это все не просто так, вы такая стали закаленная. Здесь могла быть и сложная жизнь в целом, да, что сделала именно женщину такой закаленной. Мужские энергии, мужские. Но когда вам надо, вы включите женщину. Это будет обаятельная розовая няшка, вот понимаете, вот такая вот. Но вы не дадите вот эту няшку обидеть. Няшку-милашку обидеть. Вы сама за себя заступаетесь. Никто не заступается, только вы за себя. Нету того плеча, на которое можно положиться. Поэтому вы становитесь вот этим императором. Ну а как? Если никто не защищает, тогда должна защитить себя я сама. Хорошо. Если проигрывают энергии, давайте смотреть дальше, кто о вас сейчас думает и что думает. Никого не загадывайте, ни о ком не думайте, думайте только о себе. Кто о вас сейчас думает и что думает? У меня первое слово сюда пришло — интроверт. Он такой закрытый человек, не компанейский, возможно, сам по себе, не любит какие-то компании, он больше такой уединенный или один друг и навсегда, вот такой вот человек. Но думает о вас, но вот как будто бы где-то из-под полы, вот так вот, да, или где-то в щель между заборами, вот что-то такое есть. Неуверенный в себе человек. Он видит в вас женщину самодостаточную, красивую, которая позаботится о себе, которая наряжается, наслаждается, яркая очень. Ну, вы и по портрету, вы очень такая привлекательная дама. Ярчите, да, яркая. Хоть вы и скромно одеты, но вы ярко выглядите. Или же похожи на какую-то звезду, да, ну, вам и, как это называется, картофельный мешок к лицу, понимаете? То женщину ничем не испортишь, внешность ее. Вот здесь о внешних данных. Вы... Знаете, тут человек вспоминает какие-то детали на вас. И вас в целом, да, черты ваши какие-то, поведение, наряды, аксессуары. Но здесь человек, знаете, такой, которого постоянно все жалеют, которому в чем-то помогают. У меня почему-то здесь больше идет, что у человека есть какая-то инвалидность. Человек не может не потому, что он слабый физически. Он не может чего-то дать, чего заслуживаете вы или к чему привыкли вы. Вот у вас какая-то такая самодостаточность, вы ни в чем не нуждаетесь, да, вот какая-то независимость может идти, или у вас уже кто-то есть. Но человеку вы очень нравитесь, вы симпатичны этому человеку. Но вот человек физически слаб. Здесь на самом деле человек, может быть, даже не умеет ходить или да, вот какой-то компонент не работает, руки или чего другое. Ну, вот что-то есть такое, зрение плохое. Физически вот он говорит, что я не дотягиваю, я не могу дать. По крайней мере, здесь еще и о финансах речь, что да, этой женщине нужно давать все самое лучшее, все самое дорогое, ценное. Об этом. Здесь даже, вот знаете, какая-то обида на себя есть, внутренний спор. Даже человек в себя в чем-то смотрит в зеркало и ненавидит за то, что чего-то не имеет. Я так скажу, человек один, одиночка.
Здесь нет в его жизни чувства, эмоций, любви. Здесь вот как будто бы женщины к нему относятся как-то, знаете, попользовались и бросили. Да, вот как-то поверхностно, когда им что-то нужно. Вот так. Но у человека, кстати, интеллект очень хорошо работает. Вот как будто бы пользовались его какими-то интеллектуальными данными и бросали ради своих выгод. А вы вообще не смотрите в его адрес. Скорее даже, вы знаете, как-то не обращайте внимания. То есть вам ровно. Вам ровно. Вы знаете, вы никого в этой жизни не жалеете, потому что вы понимаете, что если вы кого-то, вам стоит пожалеть, вот как будто бы начинают по вам ездить, или вы испытываете чувство неудачи, дискомфорта, начинается вот какая-то сложная жизнь, какие-то тягости на вас складываются и так далее. Поэтому вы никого не жалеете, вы жалеете здесь себя. И человек за вами, который наблюдает, он видит, что вы себя цените. Но здесь сразу говорю, вы вместе и не будете с этим человеком, здесь нету чего-то, не проглядывает такого. Я вижу, что вы своей идете дорогой, а человек замкнут на вас, сконцентрирован на вас. Вот и все, да, то есть мечтает о вас. Ну а что толку, да, вот у вас свой путь, у вас своя какая-то дорога. Здесь, вы знаете, не о хладнокровии идет речь. Здесь идет о женских инстинктах. Вот природа наделила человека так, что вот это инстинктивно идет, да, когда женщина думает о своем будущем, своих детей, о роде и так далее, о здоровье этого рода, так же, как и думает мужчина. Да, и вот тут хочется сказать, как бы это грубо ни звучало, кесарю кесарева. Бывают на самом деле, что бывает такое, да, что люди живут, у кого-то в течение жизни происходит, да, вот именно какие-то ситуации со здоровьем. У кого-то уже изначально, ну, сходятся и такие люди. Но просто здесь женщина понимает риторику вообще своей жизни, что если я на себя что-то накину, какой-то груз, в том плане, что ответственность, но мне же придется за это и расплачиваться. Мне и так тяжело, я и так из чего-то вылезла, да, и я еще сейчас ищу себе какой-то груз. Я не хочу. Тут вы даже и не видите этого человека. Вот что касается этого, вы его не то что не замечаете, вы его не видите. Это он наблюдатель за вами. Он думает о вас, вы нравитесь ему. Вот и все. Также я вам еще могу сказать, что у человека было чувство вот вас как-то, да, или не только вас, вообще в жизни пользоваться какими-то практиками для того, чтобы привлечь в свою жизнь женщину, да, или вот на самом деле кого-то к себе приковать именно магическим способом, да, в кого был влюблен. Возможно, здесь уже был такой опыт в его жизни, что он хотел, например, привлечь в свою жизнь женщину с помощью магии. Но здесь вот как будто бы для него же стало это хуже. Да, это потому что идет насилие теоретически, невидимое. Игра сознанием чьим-то, руководство этим сознанием. А так нельзя. Оно рано или поздно вернется. Это вот как в «Снежной королеве», да, Кай без этого сердца, вернее, с холодным этим сердцем. Ну вот Кай и Кай стоит как статуэтка. И что с того, да? Вроде как есть, но с другой стороны и не надо. Вот это вот мертвое сердце. Хочется человека рядом с собой увидеть, который искренне любит, а не под каким-то магическим воздействием. Вот так. Ну, вы для него вот реально на сегодняшний день являетесь вот солнышком. Самый-самый прекрасный. Хорошо, давайте смотреть еще дальше, кто еще о вас думает. Кто о вас думает? Ну, здесь такой человек, который всегда говорит, у меня еще все впереди. Он основывается на том, что он всегда будет молод, привлекателен и красив, глуповатый,
Я бы даже сказала, в некой степени невоспитанный, незрелый. Такой человек думает. А здесь перемены идут в его жизнь. Человек пользуется какими-то эзотерическими практиками, также человек с каким-то даром. Вот такой вот тип за вами наблюдает и думает. Ну, насчет наблюдает, да, наблюдает. Думает. А здесь как будто бы вы были знакомы, вы общались с данным человеком, но все прервалось быстро и окончательно. Вот вы дали понять, что не надо мне это. Не надо. Вы пообщались и пошли дальше. У человека сейчас опять-таки развивается какой-то, хочется сказать, комплекс внутренний, что он какой-то не такой. Человек пытается себя сейчас менять в чем-то, да, и поэтому происходит эта трансформация. Пытается вот как-то вникнуть во что-то. Знаете, этот человек, который привык к короткой информации, скроллить, то есть листать ленту, да, быстренько. И, соответственно, этот человек не может сосредотачиваться на чем-то. Но здесь хочется так сказать, что будет та ситуация, которая подтолкнет его побыть наедине с собой, без этого скроллинга, без коротких каких-то статей или видео, чего-то в таком плане, да, и это остановится. Человек будет думать головой, соображать, расти, по крайней мере, развиваться. Неважно, сколько данному человеку лет, может и 50 быть, да, но человек как дурак, как ребенок. Здесь вот есть такой юношеский максимализм, спорт, да, добиться чего-то, быть лучше всех и так далее. То есть какой-то спортивный интерес, неважно чего касается, да, везде вот как-то кого-то обогнать. Это могут быть, кстати, и какие-то электронные носители игры. Играет человек в игры, в компьютер. Но что, бывает, вроде как в возрасте человек, да, сидит, долбит вот в какие-то детские игры. Но у человека нету здесь эмпатии, я бы еще так сказала, но это произойдет. Это вот что-то, какая-то именно ситуация произойдет таким образом, что у человека включится в голове что-то, ёкнет, да, когда сердце взбудоражит. На сегодняшний день у человека состояние, да, что я ничего не хочу, от всего отказывается, в том числе и от вас тоже. Пытается вот как-то вас стереть из памяти. Но здесь где-то вы появляетесь или даете о себе какие-то сигналы, маячки, да, вот где-то вы, может быть, в ленте крутитесь, но вы нравитесь человеку. У человека есть к вам и физическое влечение, может быть, даже здесь быть что-то такого пошлого характера. Он признается, да, что она меня возбуждает, но в то же время, да, он хочет именно вычеркнуть вас из своей головы. Потому что толку, да, что кто-то тебя возбуждает, но этого нету рядом. Вот какое-то такое. Сейчас вот какая-то его бессмысленная жизнь, но скоро придет какое-то сознание через какую-то беду. Через беду. Да, только через беды и приходит осознание к человеку. Это так и есть. Кто сейчас думает? Кто о вас сейчас думает? Коллектив. Смотрите, желтое, голубое, розовое, да? Цвета разные. И масти. Здесь не знаешь даже, что о вас думать. Вы какая-то странная. Вы для коллектива очень странная женщина на сегодняшний день. Здесь даже хотели бы что-то и подумать, но вот реально замечают какие-то странности. Вы не даете о себе информацию, вы перестали как-то разговаривать, может быть, общаться. Да, здесь нету общения.
Сложная вы очень и переменчивая. Притом вы всегда были одна и та же. Вы были стабильная какая-то, а здесь поменялась игра. Поменялись правила этой игры. С вами как-то уже нельзя. Или до вас вот раньше еще как-то, да, можно было достучаться. Сейчас вы вот находитесь в уединении каком-то или не договариваете. Даже если заводить о чем-то разговор, вы как-то быстренько ускользаете, уходите. Или имеете право на то, чтобы прекратить разговор или вообще о чем-то не говорить, о чем спрашивают. Да, вот как позовите моего адвоката и у него спросите. Вот как-то так, знаете, можете быстро перевести тему или же на самом деле столкнуть эту тему. И это странно очень, что раньше, да, как будто бы вас подменили, что ли. Но здесь хотелось бы пообсуждать, вот я бы еще сказала, посплетничать о вас, поковыряться у вас в вашей жизни. Потому что раньше была какая-то о вас информация. Люди могли вас обсуждать. А сейчас не то, что даже не о чем. Да, люди приглядываются к вашему поведению и обсуждают именно ваше поведение, что вы себя ведете иначе, не так, как было раньше. Но вы такая требовательная стали еще к тому же. Раньше вот как-то хихи-ха-ха могли на веселе, да, а сейчас вот какая-то включилась взрослость, зрелость, серьезность. И вот знаете, в какой-то степени вы поступаете мудро и справедливо. Здесь даете отчет тому, что вы говорите. Даете отчет тому, что вы говорите. И вы знаете, у кого-то даже стыд возникает, себя кто-то вот останавливает и говорит, что вот, смотря на вас, что вот вы такая правильная, строгая, четкая, а я вот какая-то вот, или какой-то бездарь, понимаете, ничто. То есть во мне нету серьезности, то есть вы вскрываете в людях какие-то их недостатки, когда они вот только даже приступают вас обсуждать, они вот чувствуют такое, как будто бы нельзя ее обсуждать, или тебе за это прилетит, не от нее конкретно, а вот бумеранг какой-то в жизни, в целом, за то, что ты, да, обсуждаешь или перетираешь кости о человеке, о котором тебе знать нечего. Или тебя это не касается, это ее жизнь, да, вот как-то так. И человек чувствует, что он в чем-то не прав, он даже боится как-то о вас что-то сказать, потому что вы вот как-то действуете, поступаете именно все четко, правильно, да, так может коротко и ясно еще здесь быть. Сказала, как отрезала. Но вы долго не томите, вот как-то вы, знаете, по делу, и все, и пошла. Вот так вот. Но с вами было весело. С вами, вот знаете, еще такое чувство у кого-то, что жизнь поменялась в общении с вами. Или когда вы где-то появились, вот у кого-то изменилась его жизнь. Появление вас. Появление, может, чего-то нового от вас. Человек от вас чего-то, может быть, набрался, да, тоже имеет место быть. Вас обсуждают женщины, хотят, вот знаете, нарыть какую-то информацию, связанную с вашими вообще похождениями или же с вашими отношениями с мужчиной. Может быть, определенный мужчина или в целом, да, о ваших каких-то кавалерах. Как у нее вот эта вот жизнь складывается. Здесь почему-то даже вот думают, что какой-то мужчина повлиял очень сильно на вас, на ваше вот это вот изменение. Какое-то, может, решение вы приняли серьезное, четкое, да, вот вы стали какая-то четкая, вы стали вот с какими-то границами, другая, да, вы стали вот как-то в чем-то ограничивать информацию, может быть.
Не выдавать это вслух на люди. Вот вы как-то все прячете. Какой-то вот реально ежик. Человек-ежик. Не то, что даже женщина с мечом, а да, у нее еще шипы, как у ежа. Такая колкая стали. И даже вот ваше молчание, оно уже колет в одном месте. Да, поджаривает кого-то. Раздражает. Здесь, кстати, могут даже некоторые злиться на то, что вы не выдаете информацию или ускользаете. Да. Хорошо. Кто смотрит, кто, вернее, о вас сейчас думает? Кто о вас сейчас думает и что думает? Кто еще? Кто следующий, да? А кто это? Ушел. Ну, о вас думает человек, от которого вы ушли сами. Первое. Перестали общаться. Здесь вот ваше отношение к этому человеку, знаете, вот больше его не подпущу в жизнь свою. Это по любви, по чувствам. Здесь какой-то есть... Да, здесь был шанс, но вы понимаете, что это не ваше, не ваше, не ваше. Хотя что-то, да, цепляет, но не ваше. Вы понимаете, что это вот какие-то мои слабости могут меня к нему цеплять. А вот в целом, если разобраться, его отношение, это мужчина по отношению к вам, нет, меня это не устраивает. Что теперь? Он будет вот так, как он проявил себя в начале, проявлять потом в жизни, да? Вот вы о чем-то, может быть, и в будущем думали, о серьезных отношениях с этим человеком, и вы уже представили картину, если вот человек сейчас себя так ведет, значит, он будет в жизни вести себя дальше так. И вы вот резко отрезали, как бы вам не хотелось дальше продолжать общаться, заинтересовывать этого человека, но вы перестали играть в какую-то игру ложную для себя. Вот вы понимаете, что вы сами себя в чем-то, например, обманываете. Да? Я себя обманываю, что он мне нравится. Он мне не нравится, мне такой человек не нужен. Я четко, трезво понимаю, что к чему это все приведет, зная вот его какую-то изначальную характеристику. Даже на первом свидании. Да? Человек вас чем-то обидел, вы с этим не хотите смиряться, и вы просто ставите точку. Все. Такая умничка, такая вот, знаете, вот женщина, которая вот прям реально делает золотой выбор в своей жизни. Она не ведется на всякие побрякушки в плане за красивые глазки там и так далее, да. Она вот такая четко рассчитывает, вот прям видит нутро человека, чувствует его. И вот если... Да, вот этого вот нет, как часто бывает. Вот эти розовые очки, да ладно, он вот в этом изменится, в этом тоже. А потом живут-то мучаются вот с этим. А тут вот она конкретно все отмерила, сказала нет. Как бы даже меня не тянуло, вот мой дьявол внутренний к этому человеку, нет. И все, точка, идем дальше. Вот так вот. Знаете, вот здесь очень хорошо, что иногда даже хорошо вот это вот, что женщина умеет быть женщиной, да, вот по вашей характеристике именно. И вот умеет она реально чувствовать все трезво, без розовых очков. Соответственно, эта женщина не ради того, чтобы не быть одной, а вот ради четкого выбора, вот попасть в цель, да, то самое зерно изъять из всех зерен, золотое, а не вот разменивать себя на кого попало. Притом она умеет себя, вот сразу говорю, прокачивать как дама. Да, побегайте, да, пообщались, разбежались, вот как-то, ну, побалуйте меня, чего нового вы принесете еще в мою жизнь, подобиваетесь, вот как-то так. Но она не стремится, не бежит, чтобы Васю, Колю, всех там ухватить. Нет. Да, мужика ухватить за яйца. Нет, она это все делает так, знаете, очень красиво, незаметно, что сам Вася даже и не заметит, как подсел, да, вот на крюк, на свои же яйца, вот так вот. Ладно. Дальше. Человек бы хотел снова к вам. Знаете, вот у человека по глупости так его
будет еще раз заход в вашу сторону, проявление каких-то эмоций под видом «давай я тебе в чем-то помогу, а может тебе в чем-то помочь», вот как-то так. Но это все, вот сразу говорю, хитрая игра. Человек вот не знает, как вам, на что вас купить, как вас подкупить. А вы такая неподкупная, да, вот вы вот гордая женщина. Вы даже будете сидеть голодная, но вы вот за кусочек этого хлеба не будете. Вы сделаете так, что в любом случае этот кусочек хлеба будет на столе вашем. Но вы, да, раздавать себя за этот кусочек не будете. Вот такая вы. Или бегать за этим кусочком хлеба, да, за ним. Нет, нет. Здесь женщина такая с выдержкой. В принципе, я вам так скажу, вы насчет этого сами понимаете, что вы париться не будете насчет хлеба в жизни. Да, вы, если захотите, сумеете. Вот можно, так сказать, развести, да, но это получится так, что не вы развели, а человек сам побежал за вами, сам вам это принес. Вот так вот. Притом здесь у вас пути такие, даже если это манипуляции, они такие короткие. Вот без всяких там, да, вот я его долго-долго мучила, чтобы он вразумился чему-то и вот пришел к этому, додумал. Нет, вы вот это как-то все так коротко и ясно. Это скорее, знаете, такой тип женщины. Есть такой тип женщины, они стараются, вот, дома ухаживают за всеми, пытаются угодить в чем-то, а себе так, напоследок, да не надо мне и в этом халате хорошо засаленном, да, а вот всем все самое лучшее, а об них ноги вытирают. А вы же, да, такая дама, которая нос задрала и пошла дальше, не умеешь, так до свидания, ой, так пока, все, да, прощай, вернее. И все, и за вами сразу табун вот этот бежит, не-не-не, мы хотим тебе помочь, мы тебе хотим все сделать. А потом вы ничего и не делаете, и не стараетесь. Вы не стараетесь за мужчиной, да, а мужчины стараются за вами. Вот такая дама, гордая птица, умеет преподнести себя как настоящая женщина. А не так, что давай я тебе и накормлю, и разжую, и с рта вытру. Понимаете, нет, вы не мамочка. Вы сама себе мамочка. Вот тут такая правильная идеология, позиция как женщины. Уважает себя, любит себя. Знаете, здесь еще, подождите, он придет, вам будет такие мифы рассказывать. Вот именно мифы о любви. Да, вот так и сяк. Чтобы вас, вот ваше сердечко сломить. Ваше сердечко сломить. Но человек, знаете, включит дурака, сразу говорю. Нет, вы нет. Но вы что-то от него получите. Вы что-то от него получите, но выйдете сухой из воды, так бы сказала. Человек останется без вас, без чувств. Но вы что-то получите от этого человека. Вот я же говорю, вы умеете выходить сухой из воды и без разговора. Вот, знаете, вам не надо даже что-то там стараться придумывать, какие-то схемы, как охмурить там кого-то или с чего-то выпросить вот как-то, или вот как-то чего-то. Нет. Вы непрогибаемая такая, знаете, не парабола, гипербола. Вы вот такая вот ровнолинейная, как линейка. Все отмерите, все вот так вот, но вы не будете бегать и прислуживаться. Кто еще у вас сейчас думает? Да не думает, а злится. Ох, кого-то вы здесь, вот хочется сказать, провели через мясорубку. А вы умеете. Слушайте, вот реально, вот как через мясорубку. Кто-то о вас сломал голову. О вас сломал голову. У человека из-за этого был королем, стал вот каким-то рыцарем, да, вот снеслась корона. Вы снесли корону. Вы дали понять. Причем, знаете, вот женщина дала понять свои границы. Вот здесь нельзя уже переходить черту. Да, человек как будто бы нарушил какие-то границы. Вот повел как-то себя по-дурацки. Других слов даже не находится. И сам же вот на это по-дурацки напоролся. Сам же оказался в этих дураках. Или, да, сам себя выставил таким дураком.
человек все же намерен действовать или все же смотрит в вашу сторону. Но внутри такое разочарование, здесь ударили, вот хочется сказать, по одному золотому месту. Важному месту. Это может быть даже вот внутреннее его вот этого, да, по эго. По эго. Задели его мужское, вот что-то такое, попали в цель, знали как, вот как будто бы знали как. Но здесь женщина, она не разгадывает. Да, она вот поступает естественным природным образом. Вот так я могу сказать. Она не делает ничего специально. Но тут вот, знаете, у человека есть все же мысли о том, чтобы опять-таки наладить с вами какие-то отношения, возобновить. Здесь может быть даже это бывший ваш муж. Здесь вы даже, вот знаете, посмотрели в чей-то адрес, не в его, а в сторону другого мужчины, другого человека. Вот знаете, и тут у человека паника внутренняя, что со мной не все в порядке, что я не дотягиваю, что я не мужик, да, в чем-то почувствовал именно свою слабость. Притом раньше, да, человек мог себя чувствовать, да, каким-то мужиком, а вот с вами, да, вот сорвала корону с меня. Но здесь опять-таки, да, у человека есть чувство, что можно что-то восстановить. По крайней мере, человек держит надежды восстановить какие-то с вами отношения, связи. Он, кстати, может даже с кем-то говорить о вас, да, вот как спрашивать совета, потому что здесь у кого-то есть определенно какой-то, знаете, вот я бы сказала, опыт в жизни, что то же самое было у его, может быть, друга, да, и поэтому он хочет спросить совета. Или вообще, как ему действовать. Он любит вас. Он не хочет вас ни с кем делить. Такое чувство, да, что у человека недавно вот даже по сердцу ударило. А если он вас видел с кем-то, или видел ваше внимание к какому-то мужчине, его это уже не остановит. Вот человек как будто пробрал. Да, вот как рассветило у него в голове. Притом вот тут такое чувство, да, что-то скользкое в нем такое есть, такое гниловское, гнильцо какое-то. Но я вам так скажу, смотрите, как тут у мужчины сам еще тот ходок напередок. Он почему-то все время думал, что женщины всегда будут вот как-то, знаете, за его красивые действия, типа джентльмена, да, включать, типа, и какие-то слова, да, женщины дуры, наивные, то есть вообще весь женский пол это вот какие-то наивные дуры, да, им скажи пару ласковых, скажи вот, да, ты такая красивая, все дадут, все сделают, и кушать сварят, и носки постирают, и в постели дадут, и все дела, да, вот как-то стоит им чего-то нарассказывать, наобещать. А также человек в принципе, да, который засматривается на каких-то страстных, горячих, раскрепощенных, открытых этому миру женщин, да, вот таких вот, или которые, может быть, проявляют себя именно с вульгарной стороны, да, такие открытые, да, все сразу наружу, все достижения, ну, понимаете, какие, наружу, да. Вот. И он привык вот смотреть в их адрес. А тут вы показали, знаете, факел такой. Вот именно от слова фак, да, английское, средний палец. И дали понять человеку, что со мной так нельзя. Вы стали тоже, может быть, или зеркалить, я уже по-чешски говорю, зеркалить человека, или вы вот
Знаете, показали ту ситуацию, вот мне было больно, а теперь ты, падла, почувствуй, как мне было больно, да, почувствуй эту боль. А у человека сейчас ударило, и человек уже, знаете, вот раньше привык смотреть, а вот сейчас не получается. Сейчас вот кажется, знаете, вот пройдет какая-то женщина, которая вроде как цепляет многих мужчин, да, своим взглядом, но вот он думает сразу вот о вашем вот этом факеле, о вашем вот этом мече остром, да, о том, что расплачивайся за что-то. Вот человек сейчас внутри что-то такое проносит, и он чувствует, что вы как-то его продавили, продавливаете, манипулируете. И чувствует, что ваше отстранение или вот то, что... Вот и отстранение, да, это нож в спину. И вот то, что вы показали ему, спроецировали, вот я тоже имею право. Мужчины могут, я тоже могу. Да, смотреть в сторону других мужчин. И вот опять-таки нож еще один в спину. И тут еще не один нож, здесь много ножей. Вот видите, да, здесь 3 ножа. Соответственно, вы здесь могли не только 3, а может и больше ножей воткнуть в спину. Но так тихо и спокойно. То есть без скандалов, без криков, без устраивания чего-то, да, что вот как раз-таки проявляет, что я тебя люблю, а ты меня нет, я за тобой ползу, а ты нет, да, вот когда женщина унижается, показывает свою ревность, она в себя туда, в эту грязь втаптывает, девочки. Вот кто, может быть, не знает этого, не понимает, вот именно, когда вы начинаете проявлять вот эту свою ревность, вы себя в эту грязь втаптываете. И получается, та дама, да, на которую он смотрит, становится выше намного уровней, а вы в грязи. Вот понимаете? Никогда не проявляете. Вот в отместку в этот момент посмотрите, да, в сторону другого мужчины. И вот как оно будет. Проявите тоже внимание, почему нет. Да, спросите о чем-то, о погоде, может быть, или время. Вот, да, вот именно. Ну, вы умеете. Здесь женщина показана, она, знаете, вот инстинктивно действует. Да, она не начиталась где-то, она действует инстинктивно. Вот инстинкт подсказывает, как в этот момент ей поступить. А вот сразу переключиться взглядом на другого, симпатягу какого-то, да, чтобы вот подосрать, как говорится. Вот как-то так. Человека сейчас колбасит, сразу говорю. И человек вот ходит под вашим влиянием. Вот только вы, а раньше в голове были много кто, да, вот, а сейчас вот только вы. Вот так вот. Вы дали заднюю. Вы уже бесповоротно все. Мосты сожжены. Не возвращайся. Ни подарками уже ничем ты меня не приголубишь, да, вот такая вот жесткая позиция ваша. Окей. Уже даже... Я уже даже не понимаю, еще кто у вас там думает. Ну, прям один похож на второго, да, один сценарий похож на второй сценарий. То есть здесь женщина конкретно с таким очень жестокая, не в плохом смысле. Да, она поступает ради своей защиты, так. По-другому просто методов не существует. По-другому никак с этим бороться нельзя, вот только так. Но это не жестоко, это мудро. Кто у вас сейчас думает? Ох ты, женщина у вас думает. Интересно. На расстоянии находится. Она вас остерегается, боится. А здесь сразу говорю, обсуждает вашу внешность. Здесь тайные разговоры. Здесь и мысли о вас, и ночь, да, вот когда наступает ночь, вечернее время, вы, может быть, работаете вместе, потому что она вас часто где-то видит. Она вот с внешностью. У меня такое даже чувство, что не просто она думает, а она смотрит фотографии ваши. И еще, да, дополнительно она вас с кем-то обсуждает, говорит о вас. Она видит на вас дорогие украшения, одежду или вот какой-то вклад в себя.
Что-то вы себе купили, что-то вы себе сделали. Может быть, и операция, может быть, еще чего-то внешне, или накрасились, или вот чего-то. Да, внешне. Это правда красиво. Вот если честно, она признается вам, она внутри себя может только признаться, это классно, да, ей это идет, она очень красивая. Но вот здесь есть чувство, да, вам такое не говорить. Не дай бог до вас это дойдет, что вы красивая. Вот так вот. Вот как-то здесь какая-то еще такая спираль идет. Да, вот не понимаю, почему. Может, у вас вьются волосы, да, это может быть, в принципе, вам и идут эти спиральные волосы, как завитые волосы, кудри, вот что-то такое. Или же, да, вы себя ведете как-то витиевато так. Ну, такая женщина-кошка, гуляя сама по себе, тоже имеет место быть. Вот как-то так. И вот это вот нравится, но вам это не скажется, и не хочется вам говорить, иначе вы возомните о себе кого-то, да, здесь, в принципе, выстрелите куда-то, добьетесь чего-то. Вот этого не хочется, не хочется. Но хочется занять ваш трон, ваше руководство, ваше сиятельство. Вот как-то так, да, хочется тоже побыть в вашей шкуре, вообще побыть в вашей жизни, почувствовать вот это вот, когда у тебя такая внешность, какие-то у вас есть еще и ресурсы, деньги, да, может быть, связи, отношения, знакомства или еще что-то. Вот хочется побыть, посмаковать. То, в чем вы смакуете. Чем, например, вы смакуете? Боится вас? Она говорит, да, вот это вы опасная женщина. Вы представляете опасность для других женщин, у которых есть мужчины, что вы уведете, что вы не такая-то простая. Да, вот вы можете казаться простой. На самом деле, да, она видит в вас очень много изюминок, которые нравятся противоположному полу. Но она это тщательно, вот прям тщательно скрывает. Никогда не сделает комплимент. Никогда. Но она будет тщательно, ну, знаете, она вот что-то вот смотрит на вас и вот думает о себе. Чтобы мне такое вот тоже сделать, да, вот, а пойдет ли мне это, что есть у нее, или такая прическа, может быть, скопировать вас, может быть, взять у вас какие-то идеи, воспользоваться чем-то, вести себя так же, как ведете вы. И вот только тогда, да, она понимает, что у нее тоже в жизни что-то будет. Она видит, что вы чем-то довольствуетесь, что вы не бедная женщина, что у вас всего самодостаточно, что у вас все есть. Вот такая. Хвастаетесь, может быть, или проецируете себя как-то как хвастовство. Вот посмотрите, посмотрите, Натя, вот какое колечко, вот какие у меня, да, какая прическа, какой макияж, какое платьишко. Ну, посмотрите. Вот такое что-то есть, но при том, да, она видит вас, с другой стороны, тоже закрытой. Она не видит, да, что... С одной стороны, хвастовство, но оно это какое-то такое завуалированное хвастовство. Это может быть даже, знаете, это дорого, но скромно. У вас такой стайл, да, стиль. Это что-то дорогое, но оно как-то скромно с виду. Но оно очень дорого. Вот так имеет место быть. Но вот она что-то копирует, присматривается, какие-то детали ваши. Но вы, вот я говорю, с вами нужно, вот как подругой с вами быть, ну тоже вот как-то побаивается такой подруги. Даже если бы она была одна, холоста, все равно вы опасная. Вы опасная почему-то. Она хочет любви, она хочет, вот она видит то, что вы захватываете все внимание вокруг. Она хочет то же самое. Хочет, чтобы так же относились к ней или так же ее любили. Почему-то еще также может думать, что вот этот вклад, который на вас весь, одежда, может быть еще что-то, маникюр, педикюр, это вот все делает какой-то мужчина, да, из-за того, что вы себя как-то определенно проявляете. Да, человек пытается считывать ваше поведение. Может и копировать
ваши какие-то повадки, ваше поведение, тоже хочет, чтобы ей что-то доставалось. У вас здесь вообще друг. То, что думает она, это вот где-то на поверхности, а вот какая вы есть, вот это вот все внутри проработано и так далее, да, это не каждому скопировать. Это здесь определенная такая, вы как хамелеон, вы с одним человеком одна, с другим другая, поэтому вы знаете болевые точки, чувствуете их. Она нет, она поверхностная, эта женщина. И даже если она скопирует все, как у вас внешне, но она не будет такой, как вы внутри. Вот так. Кто о вас еще думает? Слушайте, меня смотрит какая-то непростая женщина, здесь все с ума сходят. Здесь у человека... тут, знаете, вы не проявляете какой-то определенный портрет у всех людей, у этих. Вы разные. И вот даже вот для определенного человека, одного давайте возьмем, какого-то, вы вот такая. Для другого тоже, да, 10 портретов вырисовывается. То есть вы, с одной стороны, опасны в том, что вы, человек может думать, что вы какая-то хищница, да, что вы вот женщина, которая вот мягко так поймает, а потом как укусит, вот такая вот. И здесь не знаю, что о вас думать. На самом деле в голове перемешаны портреты. Вы можете быть в спортивном, а завтра в элегантном. И здесь опять-таки думаешь о вашем внутреннем вот этом состоянии, что у вас в голове там творится. Да, вот вы почему не такая, как все стандартные люди? Вы не стандартная, вас очень тяжело считать, а вас только лежишь и догадываешься. Вы меняете траектории легко. Вот, да, это не тот человек, который привык по одной и той же дорожке ходить. Поэтому очень сложно залезть в вашу голову и прочитать вообще ваши какие-то намерения. Вы раз так быстренько соскальзываете и меняете другую дорогу, траекторию. Понимаете? Соскакиваете, может быть, с тем каких-то быстренько неудобных или неинтересных. Здесь интересная женщина. И вы знаете, чем выделяетесь? Вот как паразит. Вот вцепитесь в голову человеку и не отпускает. Люди реально испытывают к вам эмоции притяжения. К вам даже женщин тянет. Не потому, что они какие-то нетрадиционные ориентации. Нет. Женщин тянет к вам вот как-то... Знаете, у вас что-то есть, с чем бы хотелось бы у вас подпитаться, чтобы вы поделились этим, но вы не даете. Да, вы даете вернее, минимум, а этого мало. А хочется о вас подружиться с вами так, притереться поближе, чтобы вы все рассказали, научили, возможно, провели за руку, да, вот как-то так. Ну, хотя бы выдали какие-то правды. Таинственная, вы загадочная, а вы держите все под контролем. Это, кстати, считывает пространство, что вы чего-то там защищаете. У этой женщины, возможно, были такие в жизни боли, да, из-за которых пришлось научиться защищать, где-то стерпеть, скрипя зубами. Ну, вот как-то так. И вы научились, вы умеете очень хорошо, на самом деле, играть, лавировать, манипулировать сознанием, неважно, кто мужчина, женщина, директор, президент перед вами. Вы умеете выкручиваться. Можно назвать женщина-змея, но в хорошем смысле. Вы умеете себя защитить, вы умеете, на самом деле, снимать старую кожу, обновляться, да, как феникс из пепла. Быстро переобуваться. Вот здесь, кстати, видно, что женщина такая мудрая с опытом. И, знаете, с вами, если вступать в конкуренцию, это очень сложно. Вы вот от вас, знаете, от вас люди чувствуют и видят внешне, да, ваше вот это вот молчание, но это хуже, нежели крики.
Лучше кричала бы, да, лучше бы делала бы истерики, скандалы, но эта женщина молчанием убивает, вот прям попадает по всем болевым точкам. Да, возможно, даже молчит, а потом вот в конце так улыбнется из-под лобья, да, ехидно. И это прям страх наводит, ужас. Реально вас даже конкурентки боятся с вами конкурировать. Страшно. И лучше не стоит. Вот они это понимают. Не вы так говорите, а вот они понимают, что бесполезно. Эта женщина, да, очень такая опасная, небезопасная. Рано или поздно отомстит. Но сделает это так незаметно, что даже не поймешь, откуда прилетела. Ну, вроде как поймешь, да, вот поэтому. Очень мудрая. Вы очень сильно поменялись, особенно тут видят какой-то определенный, четкая граница, четкий период. Вот в этот момент, это может быть переломный момент, или кто-то погиб, или кто-то ушел от вас, да, или, может быть, вообще, в принципе, какое-то было расставание, или вот какая-то ситуация острая по мячу, которая вас очень сильно поменяла. И вы знаете, здесь вот кто с вами раньше игрался, вас сейчас наиболее боится. Больше всего. Здесь за какую-то боль. За обман, за хитрость, за несоблюдение какого-то порядка. Вот реально человек не мстит, а здесь все может или само прилетать, или же на самом деле проигрываться как ваш игнор, ваше молчание. И к вам вроде хотят подступиться, но уже все поздно, уже реально мосты все сожжены. Вы не даете шанса, вы здесь даете шанс только себе. Вы заботитесь о своем, о чем-то. Дьявол. Ох, здесь, знаете, тут кто-то думает из мужчин конкретно, что после какого-то неудачного с ними контакта, да, вы здесь воспользовались чем-то таким или стали ведьмой. Или напускаете какие-то чары, мары, да, там сидите в ночи. Или поджигаете черные свечи, колдуете. Ну, что такое? Да, здесь вот чувствуют свои грешки какие-то. Чувствует какой-то... Но здесь вот кто-то реально вас боится. Аж спрятался вообще за 7 печатями. И злиться вы кого-то вот как будто бы подвесили, знаете, в такую ситуацию, что теперь ты без меня не сможешь. Все ключи у меня. Выйти из какой-то клетки, да, может быть так даже. Или у меня есть алиби, у меня есть какие-то доказательства. Может быть, это дело шантажа или дело того, что уже человек, потому что сам понимает, что у нее есть какие-то контрафакты на меня, что она меня выдаст, что она кому-то чего-то расскажет. И это все, вот знаете, вскроется нехорошее, или какие-то скелеты повылазят. Также вы о ком-то много чего знаете. И у вас ключи в ваших руках. Может быть, вы не собираетесь мстить, и вам вообще все равно, и вы уже забыли. Но этот человек понимает, что у вас все ключики есть. И вот когда наступит определенный час X, вы обязательно этим воспользуетесь. Да, значит, человек что-то согрешил, чувствует, вот, знаете, свое какое-то говнишко. Вот как-то так. Вы не даете вот этому человеку шансов жить, да, вот, может быть, вы о нем и не думаете, да, может такое здесь быть, что вам вообще насрать, да, вы не думаете о нем, вы не собираетесь использовать это, а он думает так. И он свою жизнь подводит, вот знаете, под такой: пойду-ка я сейчас в монастырь, подамся туда, все, никаких больше женщин. Эта женщина меня вот своим вот этим вот каким-то, да, контрафактом против него всю жизнь ему потом испортят с кем-то. Вот так думает. Ну, что-то у вас на него есть, что-то там такое
серьезно важное, что вы можете вскрыть. С одной стороны, это ваша защита в случае чего, на самом деле, какого-то его нападения на вас. То есть ему надо бояться, да он и боится, что это вскроется, что вы расскажете. Или об этом узнают все, вообще все, да, вы, в принципе, человек общительный, он видит вас, что вы постоянно в контакте с кем-то, и у него чувства, догадки такие, да, даже страх об этом, что вы кому-то о нем что-то там такое рассказываете, низкое, пакостное, вот знаете, да, или что он какой-то лузер в одном месте, ну вот как-то так, неудачник, или вообще там у него там все загнило. Вот как-то, вот знаете, вот что такое пакостное о нем. Да, корону-то подбили с короля сразу на рыцаря. Что-то меня так показывает, что это, скорее всего, тот тип, о котором мы говорили. Вот что-то может быть, что чем он хвастался перед другими женщинами, да, а у вас есть ключик против этого. И вы можете легко вот так вот раз, вот по щелчку, и свести человека в могилку. Но вы это делать не будете. У вас, знаете, вот вы выше этого. Вот это вот в вашем проявлении характеристики есть. Вы не будете делать кому-то зло, подлость. Вы понимаете, что карма, она такая, дает все сдарма. Она прилетит сама, когда нужно и вовремя. Вот вы не будете мстить. Вы больше тот человек, который поможет. В положительном плане поможет, не в том, да, чтобы все вскрылось. Вы, наоборот, больше, скорее... Знаете, здесь сразу идет речь о равноценном обмене, судя по весам. Вы понимаете, как работает вообще это мироздание, как возвращаются кармы. Да, а вот люди, смотрите, да, что могут думать о вас, что вы сидите, занимаетесь не просто там магией, черной магией, что вы вот у вас какие-то ключики, что вы пойдете мстить, да, или вот есть какое-то на самом деле против них алиби, значит, они же сами себя где-то и выдадут, понимаете, это проскользнет, или как это по... У меня слово праскнет, это праскнет, прорвется, нет, треснет, вот, по-русски это треснет, да, вот где-то это треснет, и они же сами себя выдадут. И на самом деле здесь парить вам голову не о чем, в принципе. Вы и не парите голову по поводу их грехов. Я вижу, да, человек здесь устремлен вот только в свое. В свои дела, в свое будущее, в свое какое-то направление, да, вот как-то так. И оно есть правильно. Оно есть правильно. Но ваше молчание – это ваше оружие. Это прям ваше оружие, вот помните об этом. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.